вот этот заряд еще на эти тенденции, на склонности, поиски, ну, что не говори, они еще потянут куда-нибудь. Еще потянут туда-сюда, сходить туда. Тенденции ума, да? Да. Это когда-то сформированные желания, желания. да, желания, которые формируют те или иные склонности. Всё. Когда-то они создались. Ты имеешь в виду в этой жизни? Да, хоть какой, в прошлой, без разницы. И они тебя тянут. Ну, может быть, они как раз-таки туда и приведут. А в итоге все туда приводит. Да, то есть они тоже как все туда. этап Других такой нету, Лиз, других нет дорог. Ну, в смысле, дорог много, но все в одно. Ну да, все в одно. Просто да. Кто-то тут. Но раз ты уже это слышишь, значит, тебе уже надо это закругляться с желаниями. Понимаешь, человек, который бегает по желаниям, он даже может такую информацию не встретить. То есть, да, бывают такие этапы, но даже можно отмотать там на много лет назад. Вот там у тебя там, не знаю, ну что-нибудь там делаешь, там, карьера, работа, там, беготня. У тебя даже такая информация не встретится. Ты увлечен желаниями, ты захвачен, ты бегаешь. А потом хоп, у тебя такая информация. Все, ну что-то другое уже пошло. Уже... Может, наоборот, люди из поиска убегают, как от жизни реальности, а может, наоборот, им надо. И такое может быть, конечно. Но это тоже, понимаешь, путь такой. Убежать, чтобы прийти. Только сам собой честным быть. Как ты узнаешь? Только сам собой, наблюдением. Ум, поиски, понимаешь, ум должен быть, на самом деле. ум должен быть развитым и должен быть чистым. Если этого нет качества, ты не увидишь. И как ты придешь? Это не волшебная палочка, которую тебе там кто-то по голове дал, и ты такая, о. Это развивается, это же практика. Да. Намерение. Да. Очищение. Вот почему и существуют-то все эти школы? Они вот именно поэтому, что каждый раз возникает какой-то новый вопрос, да, там, и хопа, под этот вопрос какая-то там школа или что-то еще. А медитация, вот имеет ли значение, какая именно медитация? Вот на концентрации, там, на вот самоисследовании или просто на намерение, как там сегодня многие делают? Какое намерение? Не знаю, какой. Не надо никаких медитаций на намерение. Нет, медитация, вообще вот самая лучшая медитация — это медитировать на собственный источник. Это просто оставить, вот сесть и сидеть. Оставить все и пусть... Смотреть Да. на себя. Смотреть, да, искать собственный источник. Когда у тебя растворится все описание, там, я вижу пустоту, я вижу то, это все игра ума, ничего этого нет. Да. Вот когда оно все это уйдет, произойдет это вот слияние. Ты, когда сидишь, мысли-то идут, и ты все время отвлекаешься. Значит, нужно сначала концентрация или не обязательно? Ну вот сейчас мы начнем опять ступени какие-то, концентрации. Нет. Понимаешь? Поиск. Значит, еще сознание не готово, получается. Нет, делай параллельно. Параллельно. Времени нет у тебя, все, ты помрешь. Делай параллельно. Я уже к этому иду. Серьезно, я понимаю это, но... Нарабатывается... Ты же отвлекаешься. Смотри, концентрация. Ищешь себе дети, там, ты не можешь сидеть. Ну хорошо, там в туалет зашла, посидела. Повседневная жизнь – прекрасный источник для концентрации, самый лучший. Потому что если там не наработано, в медитации ты показываешь то, что не наработано само себе. Вот ты с детьми и сижу тотально с детьми. Вот это твоя концентрация. То есть ты не позволяешь лишних действий делать, не позволяешь лишним мыслям заходить. Ты вот сидишь, играешь там, ну или рисуешь, что там делаешь. Да? Если кушаешь, то ты сидишь и тотально погружена в процесс еды. Чай пью, тотально в процесс чая, да, то есть в окно смотрю, погружена... Не допускаю мысли. Нет, вот это и есть, в йоге есть такой термин однонаправленность. Когда ты ум делаешь однонаправленным, не позволяешь ему расплываться на множество. И потом, когда ты медитацию сядешь, у тебя медитация по-другому пойдет. Потому что ты там сидишь и вот с этим кучей, потому что вот так вот все в жизни. Там телефон, ты бегаешь. У меня получается, но я представляю, я пропадаю как. Где? Ну, когда я начинаю медитировать долго, я вообще как теряю какое-то. У меня какие-то ощущения такие пугающие. Пугающие? Так вот иди дальше. Это еще цветочки пугающие. Что пугающие? Ну-ка расскажи.
Что тебя пугает? Я не знаю, как-то вообще пропадает как ощущение такое. Должно пропасть. Должно пропасть. Должна Ну, всё, потерять дальше себя. я не могу идти. Ну вот Ну, это как-то страх. Дальше как-то, да. как-то Страх. такое. Конечно, Как прижмет. пропадает все, как бы вот так вот. Ну Все вот. пропадает, и ощущение головы такое, что Иди, сиди дальше. дальше. Сиди. Как Ты с должна Кассандрой. исчезнуть. Вот это вот. Потом а потом, когда после этого я сижу, уже когда наступает вот это состояние, к которому я пришла уже, Мгм. потом я, все, хватит. Вот так. Все, хватит, да? Где-то часик посижу, все, хватит. Ой, нога начинает вот это вот. Ну, думать. тело возвращает. Да, тело как бы. Да. Ну, Тело или мысли приходят какие-то, начинаются. оно может быть, да, Как я чувствую наплывами. какое-то такое. Мгм. Надо встать, все. Ну, попробуй такое. посидеть. Пересидеть как Да, надо. не вставай, посиди. Лучше посидеть. Если есть возможность, посиди. Оно наплывами, может быть, раз мысли как бы затихают, Да, что-то такое возникает, а затихают. потом раз опять мысли, Да, раз тело не чувствуешь, раз опять что-то тело. То да, есть вот так. такими волнами. Вот. Ну, надо сидеть, поймать. Она как бы медитация раскроется. Она насиживается на самом деле. То есть ты чем дольше сидишь, тем она глубже. Да. Медитацию можно ли уже делать на себя? Ну, конечно, можно, если другого варианта нет. То есть почему, да, такие вещи существуют? Потому что человек задает такой вопрос. Вот он говорит, я не могу сидеть. Тогда ложись. То есть лучше так, чем никак. Принцип простой. Да? Если можешь сидеть, то лучше сидеть. Если не можешь, то, конечно, лучше хоть как. Я на стуле нормально? Если на стуле? Нормально. Лучше, конечно, не мучиться. Но представляешь, ты сядешь, у тебя тело не готово. Да, И тело болит, и ты как бы в этом смысле. да, и ты Да. просидишь, ты будешь мучиться. Да. Поэтому лучше, конечно, поудобнее или лечь, или сесть, или в полу лечь, как-то так. Ну, здесь, конечно, сложнее, может быть, на какое-то первое время контролировать, ну, вот именно присутствие, потому что будет возникать такая сонливость, ну, привычка, да. Мы знаем, что мы спим в этом положении, это уже как, знаешь, запечатанная программа. Но если научишься, вообще в любом состоянии, и во сне будешь медитировать, и только не будет разницы, если есть, ну, Помнишь все свои сны? То есть не засыпаешь, получается, когда ты спишь? у тебя будет такое ощущение, что ты вообще не спишь. То есть у тебя когда-нибудь такое прям яркое, ты поймешь, что я не сплю. Вот у меня Нет было того, такое кто спит. ощущение, Нет того, кто спит. Ну, вот что я надо... как будто сплю, но я знаю, что я не сплю. Не спишь. Да ты не Нет, спишь. то есть я сплю физическое тело, но там я не сплю. Ты не спишь. Вообще твоя природа, она не вне категории, она не спит. Ну да. Нельзя сказать, что она И- бодрствует, потому что бодрствование, ну это термин, да, она всегда присутствует. То есть спит это, мы про тело говорим. Ну да, тело спит. И то, как оно спит-то. Кто-то там не спит. Вот как оно спит? Вот есть даже ученые, мы же говорим спит, типа вот оно лежит, и глаза закрыты. Вот это спит называется. А ученые даже там какими-то приборами поисследовали, что даже с открытыми глазами есть состояние типа сна, можно спать. Ну, как-то там они волны Да, какие-то да, там да. исследуют. То есть это тоже такая оспариваемая, термин оспариваемый, сон. Что такое сон вообще? Ты вообще не спишь, ты тот, кто видит. Ты видишь сон, или если нет сна, тогда ты есть ты. Или ты видишь состояние, как возвращается тело, бодрствование, как просыпается. Но ты говоришь, я сплю. Кто спит-то? Ну да, Вот то есть кто? тело спит. Даже не тело. кто-то Ты там- даже, это спит, по сути, твоя личностная конструкция. Ну да, Личностная, да. Потому что у тебя возникает состояние бодрствования, у тебя возникают мысли про это тело. Вот оно и проснулось, вот это Ну да, проснулось, всё механизм. А ты не спишь, Ну да, кто-то там не спит, я вижу. да. Только ты не... Не я вижу, Ты оно это. И его неким Да. видеть. ну да, вот это понимаешь, я что- вижу, да, вот Ты же не отдельно его видишь. нет, не Это отдельно. ты. Просто Ну мы да. как бы объясняем, но это не то, что там где-то видится. Ну да, да. Просто я думаю, что, ну да, я не знаю, кого я там вижу. Видишь? Да. Вот кто-то, Ты Кто-то- видящий. Вот, да, я видящий, да, вот, ты я видящий. Вот это оно как вот нанизывает на себя все состояния. ну да. Сон со сновидением, без сновидений.
бодрствование, вот это оно. Там виднее получается, чем здесь. Чего виднее? Ну, как бы там ощущается, там во сне получается как-то яснее, да, получается? Я не знаю, что ты имеешь в виду, что значит яснее. Ну, ясно видится, когда засыпается, видится этот видящий. Ну ты сейчас что, плохо видишь, что ли? Сейчас не так. Сейчас ты имеешь в виду, что больше отвлечение, Да, когда ты да. бодрствуешь, и когда, Да. ну, я так Нет. чувствую, что ты Ну имеешь да, в виду там это. как бы я засыпаю, и сразу вот этот видящий И тишина появляется. больше как бы... Да. ну, Не видящий, он всегда есть. Да, Он и видящий сейчас там. есть. Да, я понимаю. Просто говорю, что там как-то более ясно. Его... Происходят какие-то вещи, а я вот все равно видящая. Я Ты вижу. видящий, не отождествляйся с какой-то просто- ясностью или с неясностью или состоянием. Ты видишь и Да, состояние, нет, здесь тоже, да, Да. видящий, я понимаю. Здесь, и ты здесь видящий, не глазами. ну, да, Потому что глаза закрываешь, видение остается. ну да. Оно не к глазам относится. Все, и просто это знание, вот его надо дать ему в жизнь. Постоянно Про помню. этого видящего мы говорим. Да.